Вопрос, за которым мы сегодня собрались, это перечисление на целевой вклад. Вчера вечером мы были в Сбербанке, и товарищ Сухова нам официально заявила, что не перечисляются деньги с июля месяца, то есть на протяжении 4 месяцев. Ну, кто знает, кто не знает, есть официальное положение в Сбербанке. Если в течение 3 месяцев не перечисляются деньги, то они имеют право без нашего согласия, несогласия снять с целевых вкладов всех. Поэтому на сегодняшний день у нас нет денег, чтобы перечислить на наши счета. Ко всему прочему, на сегодняшний день текущая задолженность рублей. Зарплату они все получают исправно, целевые свои перечисляют. Поэтому я не знаю, как примет руководство комбината, у меня есть такое предложение. Есть сегодня пятница, есть сегодня понедельник, 2 дня. Если в течение 2 дней не будут перечислены деньги на наш счет, то во вторник ни один автомобиль не выйдет на эти предприятия. Я думаю, коллектив поддержит такое предложение. Задаю вопрос. Пожалуйста. На каком основании? На каком основании? Кто разрешил залезть ко мне лично в карман? И кто имеет право трогать мои деньги? Скажите, кто к вам забрался в карман? Объясните мне. Да вы получаете. Кто же задает вопрос? Моя автобаза. Один говорит. Кто задает вопрос? Вы. Кто к вам забрался в карман? Объясните мне. Так, я пишу. Автобаза моя. Автобаза. Слушайте, вы же один. Что вы как это? Если автобаза, задайте вопрос директору автобазы и работникам автобазы. Речь идет о том, что сегодня сложилось положение, при котором с 14 августа не перечислены деньги, целевые и другие деньги. Есть с мая месяца. Я называю вещи достаточно обоснованно. Значит, 14 августа не перечислены деньги в сберегательный банк в объеме 1 100 с лишним тысяч рублей, 1 130 000. Кто забрался к вам в кошелек и кто забрался в ваши личные деньги, куда их пустил, разбирайтесь в АТП сами. Почему только это ерунда? Громче. Георгиевич, По одному, подождите. Давай. вопрос такой, подожди, Гена. Если бы я написал заявление в бухгалтерию и сказал, прошу перечислять не на целевой, а на мою сберкнижку, допустим, определенную сумму 255 или 700, 270, ну 300 рублей. Эти бы деньги куда шли? Ко мне бы на книжку? Хорошо, я пишу заявление, чтобы у меня высчитывали 300 рублей на целевой. Эти деньги куда должны идти? На книжку то же самое. Так почему? Выходит, они залезли в карман? Залезли. Кто за это должен ответственность нести? Если вы разберетесь у себя в АТП. Я не вам вопрос, я вот своему профсоюзному богу задаю. С администрацией будем разбираться. Я поднимал вопрос, когда ходил за чеком, в августе месяце вроде, что не перечисляет наши деньги. Был главбух там наш. Сказали, наведут порядок. До этого времени не навели. Так что я считаю, в первую очередь, это в автобазе виновные. Они на нас плюнули полностью. И не стали нас... Над нами. Вы поймите, вы не тот целевой вы забрали. Вы забрали проценты у этих всех людей, которых полгода нет. Я 15 лет не выступал, все молчал. Да, сейчас мне глаза тычут. Ты получил, Хазбат, машину, Жигули. Где она у тебя? А у меня ее нету. Я заказы отдал. Заказы, которые люди работают не на старых, а на новых. По 7 рублей. Где это видно по 7 рублей? Да по 7 рублей мы на базаре купим. Для чего нас пугать? Зачем нам обещать? Вот кто это человек? С комбината? Я не знаю имя и отчество. Вы извините меня, конечно. Кто он такой? Мы его не знаем. Весь коллектив не знает. Вы нам дайте, кого мы знаем. Бухгалтершу, Бузовского, тебя, зама. Вон сидит это, рядом с тобой. Контора раздулась, не знаю куда. Жильцова, дайте нам, и мы поговорим спокойно, в своем красном уголке, спокойно поговорим, решим все. Вы довели до того, даже интеграл приехал нас фотографировать на всю Якутию, Саха. До чего мы дожили? До чего дожили? Верка нам говорит, наша АТП
должно, значит, 3 миллиона 600 тысяч там или 700 тысяч. Извините, я отрабатываю каждый месяц по 27-26 дней. Без выходных, можно сказать. Фактически отрабатываю на систему комбината. То есть в этом предприятии, которое находится у вас, в вашей системе. Я ему отрабатываю, значит, я выхожу честно на работу, все, а денег мне не платят. Извините, тогда кто виноват в этом? Система комбината или та организация? Куда эти деньги деваются? И почему та организация не перечисляет нам? Я ведь же каждый день отрабатываю. И вот в итоге, за год я отработал, теперь я должен. Зачем я тогда буду теперь работать? Я фактически выработал уже свою норму. Но я и сверх нормы работаю. А вы нам говорите, что мы должны, вы нам должны. В итоге получается круг замкнутый, никто никому не должен, и я должен бесплатно работать. И вы мои деньги собираете. Вот на все вопросы ваши, совершенно правильные вопросы, и должна ответить комиссия, которая разберется. Сегодня у нас состоит дело в том, что нам пришлось с 3 мест то, что мы можем приобрести дистопливо и бензин. У нас денег нету. Нам сегодня дают по 20, по 30 литров. Я считаю, что комбинат должен искать деньги на бензин и дистопливо. И на... Решили, без нашего согласия, коллеги. Они нам нужны или нет? Я не купили. Собрали чемпионы. Они нам нужны. Щепи возить на эти кормить. Хорошо, кормить. Подожди, мужики. Мы построили это. Поросят завели. Спрашивают, зачем нам поросята? Вас кормить. Кто тут поросят брал? Хотя бы вот гнев автомобилиста. Привезли сколько килограмм? Нисколько. Нисколько привезли. 300 килограмм. Это нам... А где же наши поросята? А вот кролики, говорят, покупали. Я сам не видел кроликов. Кто видел кроликов? Были кролики. Что с ними делать? С этим... Ну что делать? Какие-то пуховые. Пуховые? Да я не буду этот пуховый, он мне не достанется. Если бы он мне достался, я знал, я бы согласен. Давайте кроликов держать. Он же мне не достанется, этот кролик. Также эта оленина не достанется. За трикотажный текст. Нет, кому-то год заработал и все. Прошу слова. Я работаю на сельхозкомплексе с самого начала. Тихо! Тихо! С самого начала, с 1982 года. И хочу сказать, никого он не накормил. И не накормит. Это обыкновенная кормушка. Учета, контроля, ничего там нету. Вместо того, чтобы закрыть эту лавочку, сейчас расширяет, там на 1,5 миллиона свинарник строит. Откуда берутся деньги? 25 человек на тунеядцев там работает, не производя практически никакой продукции, и получают деньги. По 700-800 рублей. Это из фонда зарплаты. А разве мы не могли работать здесь и пользу приносить? И сейчас правильно, и кроликов начали разводить, и вместо огурцов помидоры, цветы заморозили. Стадо оленей купили. Все за наши деньги. Все за наши деньги. С кем посоветовались? Ведь люди давно требуют закрыть эту кормушку. Закрыть ее, директор. Кто пользуется этим мясом? Да только приближенные к этому мясу и к администрации. Что говорить? Вчера вам свежий пример. По подписи одной Жильцова режут 2 поросенка на 8 человек. Куда делась красная рыба, спрашивают. Я вам отвечаю, красной рыбы было тонна, поэтому, чтобы не делить на 20, вернее, на 1500 человек по 200 грамм, решили выдать 2 подразделениям. Георгиевич, а можно было больше взять красных? Я вам отвечу на ваш вопрос. Володя, сегодня не в Находке, не во Владивостоке, если я вру, можете плюнуть мне в лицо. В магазине вообще нет рыбы. Как такие 2 больших подразделения, что тонну рыбу собрали? Арм и первая колонна. Хорошо ремонтируют машину, да? Вот здесь есть представители СТК, в конце концов, которые распределяли, да? Вы не скажи. Решали на СТК, Вы что не отдать двум подразделениям. Там шапку тянули, шапки тянули. Так. Вытянули армию, первая колонна. Ну, а кто решал насчет оленей? На каком СТК?
На каком СТК решали деньги отдать на залезть? Не надо шуметь, здесь много людей. И быт еще. Товарищи, значит, вот смешает цвет. Значит, схема такая должна быть. Значит, вот тут говорят, не доверяем тем, кого избрали. Значит, я предлагаю так сделать. Сегодня должны все пойти на работу. Вот, подождите, одну минуту, не надо. Вот, подождите, ну надо, давайте так. Подождите, я уже сказал, кто я такой. Товарищ, значит, вот у многих людей здесь было много конкретных вопросов. Вот у меня есть такое предложение. Вот Горлов говорил, у него 10 вопросов получилось правильных, на которые нужно получить ответ. Еще люди были. Вот надо их создать. Нет, взять в инициативную группу от вашей колонны сегодня. Подождите, ребята. Всем пускай отвечают, а не одному человеку. Давайте так. Подождите. Город уже знает примеры забастовок в АТА, на обогрительной фабрике, в разрезе. Бастовали работники медицины. Сейчас вот бастуют водители Якутуглестроя. Кто следующий на очереди? И что будет, если забастуют все предприятия одновременно? Вот поистину не позавидуешь в наше время руководителям крупного ранга, от которых зависят какие-то решения проблем. А пока машины выходят на линию. В первую очередь, что в последний я не одна решала, пойдите в это правильно, что мы решала по согласованию с директором. Но я же одна со своей подписью не могу не отправить ни один пишу документ. Целевые наши шли куда-нибудь? Целевые шли куда-нибудь? А целевые решали в картотеке. Вот мы с картотеки выбирали, что в первую очередь. Они не расходовали. Нет, не расходовали. Как не расходовали, когда их нет? Почему? Я объясняю вам, почему. Вот же они, вот. Почему так плохо гасилась картотека? 5 700 000 нам должен комбинат. На 1 ноября нам должен комбинат. Вот поэтому гасилась картотека так плохо. Если бы они погасили это, то у нас не было бы вопроса. Ведь мы, прибыльное предприятие, имея перевыполнение план годовой прибыли на 3 400 000 за 10 месяцев, мы уже перевыполнили годовой план. Казалось бы, все прекрасно, финансовое положение отличное. Если бы платил комбинат, организация комбината нам деньги. Но получается как? Комбинат с нами рассчитался, да, взаимозачетами. Но у комбината есть в его системе такие организации, как ДСК, которая должна 800 000, ЗСМК почти 1 000 000 должны, УКХ 1 200 000. Они их в счет не берут, потому что каждый имеет свой счет расчетный. Но это же подведомственная организация комбината. Почему они не оказывают никакого нам содействия? Ведь мы варимся в собственном соку. Значит, вот, я не знаю, вот товарищ Яковлев, в основном они здесь, вы мне верите или нет? Верите. Значит, я вот вам что хочу сказать. О том, что и в том числе мой целевой не перечисляется, я узнал от товарища Бессарабова. Я вам честно говорю. Значит, это было в четверг на той неделе, он заходит ко мне, мы с ним разговаривали совершенно на другую тему. Он мне говорит: Виталий Альбертович, это правда, что наши целевые уже 5 месяцев не перечисляются? Я, естественно, вызвал товарища нации, главного бухгалтера не было. И начались разборки. И вот в четверг, а здесь главный бухгалтер говорит, что вся администрация знала. Вот я лично не знал. Уже будем до конца откровенными.
Значит, если бы мы знали такая обстановка по целевым вкладам, могу сказать, чтобы никуда не уехал. Я ведь здесь не первый год работаю. Более того, вот эта обстановка, если уж сложилась бы таким образом, она не стала предметом разбирательства ни на правкоме, значит, ни на Совете трудового коллектива о том, что 5 месяцев или 4 месяца не платятся целевые вклады. Не платятся целевые вклады. А что, главный бухгалтер врет тогда? Значит, я это заявляю со всей ответственностью. Единственная моя вина в том, что не проконтролировал и не проверил, что вот такая сложилась обстановка. Могу только сказать, неужели... Ну давайте так. Вы же как тоже говорит правду. Значит, если до конца правду, то говорит правду. давайте так до конца. Если бы я знал, что обстановка сложилась под офицерным вкладом, никакой поездки и разговора не могло быть. Наверное, мы нашли бы возможность в течение 2-3 месяцев изыскать деньги и перечислить. Я что могу сказать? Значит, я несу ответственность за эти дела и не ухожу от ответственности. Не ухожу. Да. Вы говорите, а в отделе кадров сокращаете. У нас там и так 4 Не человека. только в отделе кадров. Сокращается и по всем остальным отделам. Я думаю, что отдела кадров надо еще внимательно посмотреть. И по остальным отделам. У нас ушли 6-й автобазы, никого практически не осталось. Получается, что сокращение идет за счет 6-й автобазы. Да нет, это же не так. Ну почему не так, Борис Ильич? Я могу его фамилию назвать? Да нет, ну зачем же? Ну как зачем? Что моим ранее, но на той забастовке у нас был поднят вопрос. Мы его поставили третьим. О персональной ответственности должностных лиц АТП за финансовую деятельность автотранспортного предприятия. То есть вопрос поднялся о первых лицах, то есть о директоре, о председателе профкома и о бухгалтере. Прошу выслушать. Я ведь только вот что прошу. Понимаете, в чем дело? Я могу всем смело посмотреть в глаза. Всем. Вот та программа, которая была дана, вот здесь мы собирались, она вся выполняется. Вся. И надо сказать, что еще очень много проблем впереди, их надо просто решать. Выводы вот после этого, конечно, будут сделаны соответствующие и по целевым вкладам, и по прочим делам. Я должен сказать, что я не ухожу от ответственности. Не ухожу. И как первый руководитель, я должен нести ответственность. Выводы для себя я уже эти сделал. К сожалению, вот такой прецедент случился впервые по целевым вкладам. Так сложилась беда такая. В прошлом году оно прошло, потому что прошел внеследственный значок, и все было погашено. Значит, наверное, прошло бы и в этом году. Хотя теперь вот после этого, надо, видимо, теперь надо просто будет теперь целевые вклады. Решение было принято таким образом. Целевые вклады идут, погашение, заработная плата, потом все остальное. Борис Моисеевич, вы не путаете, здесь не только целевые. Вы посмотрите, сколько вопросов. Как далеко мы ушли от массы людей, от трудящихся своей автобазы, АТП, понимаете? Вы прикидываете, какие вопросы здесь ставятся. Здесь уголовное дело вот, можно заводить по этим вопросам. Как вот это понимать? Вы говорите, что целевые. Целевые здесь уже целевым решили, можно сказать. А другие вопросы, сколько у нас еще нерешенных вопросов. Это говорит о том, что не было у вас солидарность с массами, не доводили, значит, до масс людей, а делали в своем кругу узком, что вам нужно, вы там творили, понимаете? Вот. И поэтому, конечно, вы понесете ответственность на основании всех фактов. А ваши предложения? Мое предложение не соответствует. Выразить недоверие. Я хочу сказать, вы только что сказали, что я могу смело смотреть людям в глаза. Вот. Ну как понять, вот только что 10 минут назад было, что вы говорите, я про целевые не знаю ничего. Как это понять, вы понимаете? Я еще председателя правкома нашего, который говорит, я тоже ничего не знал, клянусь с детьми. Но когда он гайки крутил в цеху, то он всем хвосты считал в теплице и все знал, вы понимаете? А сейчас он в горячем цеху работает, ничего не знает. Это несерьезно, товарищ. Ну, мужики не о том говорят, что он заделся там мне. Другой вопрос просто отошел от нашего коллектива. Почему? Потому что своевременно не информирую любого работника АТП, любого рабочего. Конечно, такой конфликтной ситуации не будет. Это касается не только руководителей, допустим, правкома. Это касается руководителей, это также касается СТК. Почему вот мы сейчас до сих пор не знаем, как у нас решается вопросы на СТК? Решили, что решили, зачем это, объявление увидели, все. А что в итоге получилось? Вот оно, что получилось. Мы собрались здесь разобраться в этой конфликтной ситуации.
Григорий Михайлович, ты правильно сказал, ты вот ездил, ты детей не видишь, да? Это все правильно, профсоюз так и должен делать. Но давайте возьмем 2 года тому назад, кто такой был Жуков. Это был действительно авторитет. Кто такой стал сейчас Жуков? Он говорит, Бузовский говорит, я построил, Жуков говорит, я вам сделал, а в итоге что получилось? Конфронтация самая довольна. Не вы сделали, не вы одни, а вместе наш коллектив. Если мы будем вместе работать, мы найдем общий язык. А если вы с товарищем, извините, Жильцовым, которым, я не знаю, кто он у нас по быту и кадрам, и зачем он нам нужен, и которому платят зарплату, помимо плюс за бензин платят, еще и резину выдают, вот тогда я скажу, да, не нужны нам благи, нам нужна честность, корректность, конечно, ко всему. Мы ничем не пользуемся, и вы не пользуетесь. Нужно, вам всегда люди пойдут навстречу. Но когда возникает одному даем, а другому не даем, в итоге получается вот это собрание. Вот это вся боль, накопившаяся, помимо того, что у нас обстановка, да, у нас тяжелая в стране обстановка, но почему мы кинулись в крайность? Почему мы, эту рыбу, да, тяжело, знаем, что ее нигде нету, но не надо было, надо поговорить было, решить, а мы ведь взяли на собрание, пообещали, будет вам мясо, будет рыба, будет вино, будет все, а в итоге получили, где мясо, нету, рыбу получили, никто не знает, трудно, но зачем в крайности кидаться? Вот в итоге что получается. Доверие можно, как говорится, правильно зарабатывать. Заработали, так пусть оно будет за это. И не надо обижаться здесь ни на кого. Люди высказали свое мнение. И они правильно высказали. А то, что вы сделали, не вы делали, все мы делаем. Правильно, вас никто не критикует. Ну почему вы не довели людей до этого? Вы же могли проинформировать каждого, и все. И не надо здесь оправдываться. Есть упущение, есть. И люди требуют правильно. Они потребовали лишнего, ничего не требуют. Можно сказать по Жукову? Я считаю, что Жукова можно оставить и нужно. Почему? Потому что этот урок пойдет ему на пользу. Я считаю, что нужно Жукова все-таки оставить. Тогда давайте ставлю вопрос. Кто за то, чтобы Жукова оставить председателем местного комитета? Прошу голосовать. За Жукова. Читай. Все услышали? Предложение. Жукова оставить на работу, но вынести ему общественное порицание. Давайте. Кто за то, чтобы Жукову вынести общественное порицание? Прошу поднять руку. Кто против? Так, замечания по поводу собрания есть? Нет, считаю собрание закрытым и поехали на работу. Давайте решать. Я пока исполняю обязанности директора. Что директор?